День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. О самых главных из них расскажем в ближайший час. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко. И вот о чем мы поговорим сегодня. Послание президента Федеральному собранию и отставка правительства в полном составе. Какие социально-экономические преобразования ждать россиянам? В соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации, правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку. Россия и мир. Вызовы нового десятилетия. В Москве прошел 11-й Гайдаровский форум. Участие приняла делегация и нашей республики во главе с руководителем региона. Если мы сейчас в стране какие-то новые решения долгосрочные для льготирования деятельности IT-компаний не сделаем, то они очень быстро переберутся кто в Белоруссию, так, а кто и дальше. Ресторан с летальным исходом. Двое посетителей увеселительных заведений столицы скончались после драки. Всего в декабре на пульт оператора 02 поступило 86 обращений из развлекательных заведений города. С начала года 1622. Главные символы Нового года – елки. После праздников снова оказались никому не нужны и украсили собой мусорные баки. Можно ли дать вторую жизнь новогодней красавице? Я надрезала хвоинки и настаивала. Добавила лимон и горячей водой залила. Должным образом настроиться и осознать суть празднества. Православные христиане отмечают крещение, как в столице региона готовили купели для священного омовения. Толщина льда составляет 82 сантиметра, глубина воды 4,20 метров. Также устанавливаются пункты обогрева, то есть палатки. Первые замеры температуры уже сделаны. Участники экстремальной экспедиции «Покорители холода» продолжают искать самое холодное место Якутии. Я лежу полностью в закрытом спальнике, потому что там, наверное, все минус 50. Печка потухла и просто ад. 15 января 2020 года президентом Российской Федерации была принята отставка правительства Российской Федерации. Об отставке Владимиру Путину заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Произошло это в официальной обстановке после того, как президент Российской Федерации озвучил послание к Федеральному собранию. Медведев отметил, что в ходе своего послания Федеральному собранию Путин обозначил не только приоритеты работы на ближайший год, но и целый ряд серьезных изменений, которые необходимо внести в Конституцию страны. Медведев заявил, что правительство России должно предоставить президенту страны возможность принимать все необходимые для этого решения. Стать новым премьер-министром президент России Владимир Путин предложил главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину, внеся его кандидатуру на рассмотрение депутатов Госдумы. Мишустин возглавлял налоговое ведомство с апреля 2010 года. До прихода в налоговую службу занимался бизнесом и работал на различных должностях в правительстве России, в частности, в Роснедвижимости. Имеет степень доктора экономических наук. 16 января Государственная Дума утвердила Михаила Мишустина на посту премьер-министра. В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата. Против не выступил никто. Воздержался 41 законодатель. Политики дали оценку кандидатуре нового премьер-министра. У России есть все возможности для того, чтобы восстановить темпы экономического роста, но для этого премьер-министру Михаилу Мишустину надо будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами. Об этом заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на Гайдаровском форуме. Цитирую: «Хорошо, что Мишустин в своем выступлении в Государственной Думе сказал, что сегодня подорвано доверие бизнеса к государству. Он это констатировал сегодня. Это означает, что он понимает, что нужны существенные качественные шаги предпринять для того, чтобы улучшить инвестиционный климат России», отметил Кудрин. Я считаю, что в России есть все возможности для того, чтобы восстановить темп экономического роста. Но для этого потребуется проводить реформы. Я думаю, что Мишустину надо будет, это мое предположение или представление, что надо будет вернуться к вопросу качества управления национальными проектами. В свою очередь, заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой отметил, что для России не имеет значения, как на внутриполитические перемены отреагирует Запад. Однако страна будет рада любой внятной и определенной реакции.
Мы не должны думать в таких категориях, как отреагирует Запад. Мы думаем в гораздо более простых категориях, как отреагируют наши граждане, наши избиратели. И они реагируют на это позитивно, из того, что я знаю. А как отреагирует Запад, это дело Запада. Мы будем рады любой реакции, главное, чтобы она была внятная и определенная. Больше всего раздражает лицемерие и двуличие, которое существует сегодня в применении различных норм и правил, которые пытаются навязать некоторые страны другим странам. Вот этого Россия не потерпит. Мы собираемся жить в суверенном государстве, и это означает право нашего поколения, поколения наших детей самим принимать решения о том, как нам жить, а не действовать по каким-то инструкциям, которые придут из одной из западных столиц. Мы этого делать не будем, в отличие от большинства стран Европы и большинства стран вообще, которые расстались со своим суверенитетом за те или иные льготы. Дмитрий Медведев, перестав быть премьер-министром, не становится частным лицом. Он сохраняет по меньшей мере один важнейший пост и идет на другой. Медведев, во-первых, станет заместителем Владимира Путина в Совете Безопасности. Должность будет создана специально для него, подчеркнул президент. Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории, сказал глава государства. Ну а во-вторых, Дмитрий Медведев сохраняет пост главы партии «Единая Россия». Вернемся к посланию президента страны Владимира Путина к Федеральному собранию. Согласно Конституции России, глава государства говорит в послании о наиболее актуальных темах внутренней и внешней политики. На торжественную церемонию приглашаются не только депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, но министры, высшие государственные чины и общественные деятели. В своем обращении Владимир Путин озвучил ряд беспрецедентных предложений, в том числе о внесении изменений в Конституцию государства. Главы субъектов, члены Госдумы и Совета Федерации, премьер-министры, вице-премьеры, федеральные министры, руководители федеральных органов, судьи не могут иметь иностранное гражданство или иностранный вид на жительство. Еще более жесткие требования Путин предложил предъявлять к претенденту на пост президента: отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство даже в прошлом, а также постоянное проживание в России не менее 25 лет. Еще одно предложение касается требований международного законодательства. Решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод гражданина России и не противоречат Конституции страны. Президент предложил расширить и укрепить полномочия и реальные возможности местного самоуправления. Также Владимир Путин считает нужным закрепить в Конституции следующие нормы. Минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, норму о достойном пенсионном обеспечении и индексации пенсий, норму о статусе Госсовета при рассмотрении наиболее значимых для граждан и страны вопросов. Необходимый пакет законов для принятия поправок в Конституцию страны, предложенных президентом, парламент намерен разработать до конца весенней сессии. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом спикер отметила, что сегодня говорить четко по датам пока рано. Конечно, это такая трудная работа, требующая большого внимания, участия не только представителей органов власти, парламента, общественности. И сегодня говорить четко по датам пока рано, как пойдет эта работа активно, но мы настроены и считаем важным до конца весенней сессии всю эту работу завершить. В своем послании Владимир Путин озвучил еще целый ряд ключевых предложений, направленных на улучшение демографической ситуации, поддержки семей с детьми и учителей, подготовки кадров и многое другое. Анастасия Кобызева расскажет подробнее о некоторых моментах послания. Теперь о главном – о любви. С этой фразы 14 лет назад Владимир Путин начал разговор о материнском капитале. Тогда, в 2006-м, он только предложил эту программу. А уже сегодня меры поддержки для семей с детьми значительно расширены. Итак, во время послания президент заявил о том, что программа «Материнский капитал» продлена как минимум до 31 декабря 2026 года. Уже при рождении первенца семья получит материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января
января этого года размер выплаты составляет 466 617 рублей. В случае рождения второго ребенка семья получит еще 150 тысяч рублей. Также напомню, что власти уже приняли решение о том, что при рождении в семье третьего ребенка государство гасит 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита. В целом, семья с 3 детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Также президент уточнил, что если в семье уже есть ребенок, то после рождения второго мат-капитал должен предоставляться ей в новом увеличенном размере, то есть 616 617 рублей. Кроме того, президент предложил ввести ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Нововведения вступают в силу с 1 января 2020 года. Их будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. На первом этапе семьям будут выплачивать половину прожиточного минимума. В республике это почти 9 тысяч рублей. А со следующего года, если финансовое положение семьи не улучшится, то выплачиваться будет уже вся сумма, то есть полный прожиточный минимум. Введение материнского капитала за первенца улучшит демографическую ситуацию в республике, считают в Министерстве труда и социального развития региона. К слову, Якутия этот вопрос активно прорабатывала с федеральными властями в прошлом году. Мы считаем, что это действительно своевременное, необходимое решение, поскольку те демографические тенденции, которые сегодня мы имеем, мы видим, что наблюдается откладывание рождения именно первых детей. И существует потребность в мерах поддержки, направленных на улучшение жилищных условий именно для молодых семей. Поэтому данная мера, мы считаем, должна оказать существенное влияние на демографические показатели, на рождаемость детей. Также Владимир Путин предложил бесплатно предоставить горячее питание всем ученикам с 1 по 4 класс, начиная с 1 сентября 2020 года. Для этого на местах необходимо создать инфраструктуру, оборудовать столовые. А там, где нет условий, все необходимое президент поручил создать не позднее 1 сентября 2023 года. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Вот мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно. Отдельный блок в своем послании глава государства посвятил проблемам в системе здравоохранения. Он отметил, что работу по развертыванию фельдшерско-акушерских пунктов необходимо завершить уже к концу этого года. По мнению Владимира Путина, смысл ФАПов не выдача справок и направлений, не спроваживание людей в райцентры, а реальная помощь гражданам. В нашем регионе проблема эта весьма актуальна, сказывается и отдаленность территорий, а в некоторых районах республики таких пунктов и вовсе никогда не было. 78% у нас износ наших зданий, помещений, они практически все 60-х годов. Поэтому мы в течение третьего года в этот раз будем строить эти объекты. В прошлом году, в частности, мы ввели в эксплуатацию 8, из них 4, которые в тех населенных пунктах, где не было никогда медицинской помощи. 12 ФАПов планируют построить в этом году в Якутии. Общероссийский народный фронт возьмет под контроль ход оснащения, строительства и ремонта таких пунктов. Глава регионального исполкома ОНФ в Якутии Валерий Лютый рассказал нашему телеканалу, какими в идеале должны быть эти объекты. Оборудование было необходимое, и качество строений отвечало требованиям. Иногда у нас, к сожалению, встречается так, что освоили, вовремя отчитались, а жить там невозможно, а лечить там нельзя и так далее. Также Владимир Путин поставил задачу изменить условия подготовки в медицинских вузах. 70% бюджетных мест по специальности лечебное дело и 75% по направлению педиатрия должны быть целевыми. Это коснется в первую очередь регионов, где не хватает кадров, и Якутия в их числе. В последние годы в главном вузе республики резко сокращалось количество целевых мест. А это сокращает общий контингент. Ребята постараются уезжать в другие вузы.
Уехал в другой вуз, сколько туда вернется, ребят, трудно сказать, чтобы вернуться сюда, в Якутию. Поэтому для нас это очень серьезно, если, особенно вот медицина, у нас острая нехватка детских врачей, да, педиатров. Ну, наверное, заполним мы эту, наконец, дырку большую. 75% целевых – это очень хорошо. Центральными темами в 16-м послании президента стали именно внутренние проблемы в стране. Бедность, новые пособия, материнский капитал, здравоохранение и образование. Владимир Путин впервые озвучил послание в начале года. Это сделано не случайно. Есть время внести корректировки в бюджеты и предусмотреть средства для решения поставленных задач. Теперь федеральные, региональные и местные власти должны выполнить все поручения не для статистики, а для улучшения жизни населения. Анастасия Кобызева, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся и смотрите в продолжении. Россия и мир. Вызовы нового десятилетия. В Москве прошел 11-й Гайдаровский форум. Двое посетителей увеселительных заведений столицы скончались после полученных травм во время драки. Мы продолжаем программу. Волоконно-оптическую линию связи впервые проложат к концу 2020 года в заполярной части Якутии. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе панельной дискуссии «Кооперация государства и бизнеса в цифровой гонке» в рамках Гайдаровского форума в Москве. О чем еще говорили на этой уважаемой площадке и какие идеи для развития цифровизации предлагали эксперты, узнаем из нашего следующего материала. Уже ни для кого не секрет, что развитие технологий – это одно из важнейших направлений в современной экономике, и поддержка IT-отрасли актуальна как никогда. Правда, что может сделать государство для инновационного бизнеса, причем не вмешиваясь в сам бизнес-процесс? Именно об этом говорили эксперты на Гайдаровском форуме. Специалисты отметили, что для цифровой трансформации в первую очередь необходимы кадры. Миссию, которую мы видим, партнерство государства с бизнесом, это возобновление кадров, это система образования, и в этом году запускается в Якутии в IT-кубе программа Яндекс.Лицея. Это специальный курс для талантливых ребят, которые хотят стать разработчиками, для старшеклассников, возможность за 2 года, по сути, стать программистами. С идеей, что государство должно обратить внимание на нехватку кадров для инновационных отраслей, согласен и глава Якутии Айсен Николаев. Также лидер региона считает, что в задачи федерального правительства должна входить подготовка магистральной инфраструктуры, а также возможность расширения налоговых льгот. Мы понимаем, что если мы сейчас в стране какие-то новые решения долгосрочные для льготирования деятельности IT-компаний не сделаем, то они очень быстро переберутся кто в Белоруссию, так, а кто и дальше. Льготы по особенности в части по единому социальному налогу, в части НДФЛ, они, конечно же, на мой взгляд, нужны. И их, конечно, надо всему сообществу ставить для того, чтобы в ближайшее время новое правительство этот вопрос рассмотрело и уже какие-то инициативы в этой части появились. Якутский регион – лидер в IT-отрасли на Дальнем Востоке. На федеральном уровне с этим никто не спорит. А значит, идеи, озвученные нашими экспертами, это конкретные предложения, которые реально работают. Если говорить отдельно про Якутию, то сегодня, конечно, это, можно сказать, открытием 2019 и 2020 года, насколько серьезно администрация региона занимается поддержкой стартапов именно в сфере IT. Если говорить про IT-бизнес, то он в первую очередь глобален. Это экспорт. Поэтому я думаю, что здесь те меры, которые сегодня реализуются правительством Якутии в части поддержки экспорта, их надо наращивать, потому что российский рынок – это хорошо, но международный – это уже другой масштаб. Также эксперты отметили, что государство должно взять на себя ответственность по кибербезопасности, а еще не мешать и создавать условия для конкуренции на рынке IT-услуг. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва.
В целях усиления эффективности работы по повышению финансовой грамотности населения Якутия планирует в 2020 году создать единый региональный центр по финансовой грамотности. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков, выступая на экспертной дискуссии Гайдаровского форума в Москве. Результаты исследования уровня финансовой грамотности взрослого населения Якутии, проведенного аналитическим центром НАФИ, относят регион к группе ниже среднего. Тем не менее, индикаторы, отражающие навыки грамотного финансового поведения, финансовых установок на планирование жизни, а также другие показатели находятся на достаточно высоком уровне. Мы видим в этом результаты общей работы, проводимой в республике, отметил первый зампред. И к другим темам. Сразу 2 случая с летальным исходом с начала года после посещения ночных заведений Якутска. Такова печальная статистика правонарушений, совершенных в объектах досуга столицы. Подробнее в сюжете Сусанны Рожиной. Именно здесь, в этом заведении «Рестобаре» «Крыша» неделю назад погиб молодой человек, который пришел отдыхать и обмыть свое повышение и перевод в Москву. Но этот вечер стал для него последним и роковым. После того, как он получил травмы головы, он скончался, не приходя в сознание, на следующий день в больнице. Да, это он. Действия подозреваемого были переквалифицированы на более тяжкий состав. Уголовное дело расследовалось по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По данным МВД, по итогам прошлого года было возбуждено 220 уголовных дел по преступлениям, совершенных в кафе, барах, ресторанах и клубах. На «Рестобар» «Крыша» приходится 5 уголовных дел. При этом в течение года было 10 вызовов в это заведение, из которых 7 приходится на июль. Всего в декабре на пульт оператора 02 поступило 86 обращений из развлекательных заведений города. С начала года 1622. В среднем в сутки поступают такие сообщения в 7-8 обращений. Рок-бар «Легенда» является лидером всех сводок МВД по количеству преступлений и вызовов на пульт дежурного 02, который поступает именно с этого заведения. Также среди лидеров полицейских сводок находится заведение «Сунгари», где было совершено 14 уголовных преступлений и 85 вызовов на пульт дежурного 02 в течение прошлого года. На данный момент заведение закрыто на 90 суток за нарушение санитарных норм. Nightlife, или как его еще по-другому называют, Шахризабис, также попал в сводки МВД и СУСК. Здесь в новогоднюю ночь на 1 января произошла драка, в ходе которой молодой человек получил увечья и скончался у себя дома на следующий день. На данный момент по данному факту возбуждено уголовное дело. На следующий день его тело было обнаружено соседями. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Что касается обвиняемого, после совершения преступления он скрылся из ночного заведения, но через некоторое время оперативные сотрудники полиции установили его местонахождение. Он был доставлен к следователю и задержан. В ходе допроса он признался в совершенном преступлении и дал следователю показания об обстоятельствах его совершения. 16 января текущего года по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба обвиняемых проходят по 111 статье, части 4 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, привлекшего к смерти потерпевшего». По данной статье грозит до 10 лет лишения свободы. Но всего этого могло бы не быть, если бы в этих заведениях нормально работала охрана и сотрудники были бы бдительнее. К сожалению, не все заведения прибегают к профессиональной охране и, чтобы сэкономить, нанимают людей буквально с улицы. На сегодняшний день картина обстоит так, что это категория коммерческих объектов. В принципе, там, где представители данных предприятий согласны с нашими тарифами, мы с ними работаем очень тесно. По городу Якутску, конечно, основные цифры – это порядка где-то 100 объектов под охраной. По республике ежесуточно выходит 68 групп задержаний, это 150 сотрудников. По городу Якутску у нас 7 патрулей в день, 7 в ночь. Дежурство организовано круглосуточно.
На данный момент рестобар «Крыша» продолжает работать в прежнем режиме. Руководство заведения отказалось давать нам комментарии. Мы комментариев никаких не даем. Почему? Ну, потому что руководство так решило. Сейчас вы работаете? Пока да. Ходить или не ходить по ночным заведениям, где очень велик риск не вернуться домой живым, решать вам. Но статистика говорит о том, что это далеко не безопасно. Сусанна Рожина, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Нетрогательный бизнес. С начала Нового года в России вступил в силу закон об ответственном обращении с животными. Один из его пунктов ужесточает работу контактных зоопарков. Некоторые эксперты и вовсе пророчат их полное исчезновение. Новый закон защищает как самих животных, так и посетителей, в первую очередь детей. В чем суть нового закона, разбиралась Ульяна Шагина. Наталья Повецкая 4-й год содержит в Якутске контактный зоопарк. Теперь он сменил название на зоогалерею. Признается, новых правил не боится и даже рада, что вышел новый закон, который защитит животных, прежде всего, от нерадивых владельцев. Я очень рада, что он вышел, потому что на протяжении 3 лет я объездила всю Сибирь, все контактные зоопарки, Москву, Новосибирск там, да, и так далее. Ну, у меня, допустим, я просто была в шоке, когда на том же 5-м этаже торгового центра стояла пони в вольере метр на метр, а это лошадь, ей нужно постоянно двигаться, это 100% животное уже погибнет в любом случае. В зоогалерее сегодня содержится около 20 видов животных. Беличью обезьяну по кличке Джуди в очень плохом состоянии Наталья буквально вырвала из рук московского фотографа. Теперь Север стал настоящим домом для экзотического животного. Когда мы сняли ошейник, мы приходили в ужасе, в полном. Там все загноилось, естественно. Обезьяна сама себе вообще никак, не знаю, она не была сама себе отдана, она всегда смотрела и готова была всегда все исполнять. Отныне по новым правилам гладить ее, да и многих других животных зоопарка чужим нельзя. Для обезьянки в ближайшее время будет построен домик. По новым нормативам теперь к физическому контакту с людьми будут допущены, к примеру, козлята. Но для них по новому закону теперь должен быть построен собственный домик, где они могут укрыться от нежелательного контакта с людьми. Но, как утверждают сами работники зоопарка, в домик они будут заходить только в ночное время. А так они туда не заходят, они постоянно требуют контакта. Они уже настолько привыкшие к этому, да, люди заходят, они их кормят, они их гладят. Зоозащитники добивались принятия этого закона долгих 8 лет. И, конечно же, рады, что теперь он хоть как-то защитит братьев наших меньших. Контактные зоопарки, они сильно сокращают жизнь животного, да, потому что он находится в неволе, это неестественная среда, плюс вот эти люди, которые постоянно с ним контактируют, да. Животное должно жить в своей среде, человек должен жить в своей среде. Я считаю, что человек не должен лезть к ним, так же, как и они не лезут, по сути, к нам. Между тем, по новому закону, те трогательные зоопарки, которые не смогут пройти все требования, обязаны будут сдать своих животных в специализированные питомники, коих в столице, естественно, нет. Тех же самых обезьян, если мы отвезем в пункт передержки на Чеченко 57, кто им создаст там температуру, кто им будет там кормить манго, креветками, давать им витамины ежедневно. Это все очень недешево, да. Тем временем региональное управление Россельхознадзора в эти дни начнет проверку всех контактных зоопарков в Якутии. На сегодняшний день запрошено наличие контактных зоопарков, количество животных, видов животных. Проверки будут с этой недели именно по этому закону. Еще одно условие таких зоопарков – обязательное их лицензирование. Оно будет происходить до 2022 года. Но пока не определены даже условия выдачи этого документа. А пока все зоопарки в Якутии собираются работать в штатном режиме. Ульяна Шагина, Георгий Григорьев, Григорий Николаев, Якутск. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. Буквально через минуту продолжим. Не переключайтесь. Православные отмечают крещение Господне. Как в столице в этом году готовили купели для священного омовения. Новогодние елки заполонили мусорные баки. Можно ли дать им вторую жизнь? Мы продолжаем.
Около 45 мест для купания в проруби организованы на территории Якутии в этом году. Православные христиане начали отмечать Крещение Господне. А накануне на традиционно излюбленном месте якутян для окунания в прорубь на крещение в столице республики шла активная подготовка к праздничным мероприятиям. О ходе подготовки якутских купелей рассказывает Сергей Михедов. Специальная дощато-металлическая конструкция, сотрудники МЧС называют ее нежным словом «люлька», опускается в вырезанную во льду иордань. Именно сюда будут входить люди для того, чтобы по православной традиции по 3 раза перекреститься и окунуться в воду. Толщина льда составляет 82 сантиметра, глубина воды 4,20 метров. Также устанавливаются пункты обогрева, то есть палатки, и устанавливаются ледовые фигуры. Подготовка городка на Зеленом лугу в столице республики занимает 1 день. И проделать предстоит серьезную работу. В каждой палатке создадут пункты обогрева, ведь вода в Лени всего плюс 4 градуса. Температуру воздуха примерно до плюс 22 градусов предстоит нагреть тепловыми пушками. Также внутри палатки, где горожане пройдут через купель, разместят небольшую часовню. Будет на территории отдельная кухня, а также всех желающих обеспечат горячим чаем. На излюбленном якутянами месте для крещенских купаний в этом году поставили 7 палаток. Сотрудники МЧС, ГИМС, службы спасения, якутского казачества и полиции в круглосуточном режиме будут обеспечивать безопасность. Здесь созданы все условия для того, чтобы купания прошли комфортно и без происшествий. С нашей стороны со службы спасения задействовано 16 человек, 16 спасателей. Без происшествий проходит. Все хорошо. Для удобства горожан в крещенские дни будет организован трансфер общественным транспортом. На протяжении 3 дней до купели можно будет добраться на автобусе от площади павших бойцов с Вечного огня по цене стандартного проезда в Якутске – 28 рублей. И только за наличный расчет. 18 января с 3 до 10, 19 января с 8 до 10, а 20 января с утра до 3 часов. Желающих окунуться в ледяную воду на крещение из года в год становится все больше. По всей республике планируют 44 места для проведения обряда. К тому же в этом году в столице это будет юбилейное 15-е мероприятие. Для примера, в 2019-м здесь приняли крещение примерно 12 тысяч человек, а по всей Якутии более 35 тысяч. Первый год, я помню, пришло 3000 всего населения, искупалось, с Бестяха приезжали люди и так далее. Так. И с каждым годом нарастало. Где-то лет 5 назад, я сейчас точно могу ошибиться, искупалось 60 тысяч вообще по республике. В Тампонском районе, в отличие от столицы, купание в Иордании традиционно проводят на открытом воздухе. Прорубь оснащают деревянной лестницей, а подход выстилают сеном. Их индокчан это не пугает. Испытать себя и окунуться в ледяную воду смельчаки находятся всегда. А согревают прошедших обряд омовения 2 дежурных автобуса. Для обеспечения безопасности населения при данном мероприятии будут привлечены органы РСЧС Тампонского района в составе пожарно-спасательного гарнизона, ГИМС, РОВД, ГОЧС в составе 8 человек. На радость мирнинцев в дни крещения синоптики обещают теплую погоду. Температура воздуха составит около минус 16 градусов. Купания пройдут на реке Ерелях микрорайона Заречный. Здесь техникой уже расчищена площадка для мероприятий. А столичную Иордань владыка якутский и ленский Роман осветил сегодня. После ритуала освящения купели открываются по всей республике. В этом году традиционных крещенских морозов за минус 50 в столице Якутии, как и в Мирном, не будет. Благоприятная погода и выходные – веский повод ожидать рекордного количества желающих смыть грехи и запастись крепким здоровьем на год вперед. Сергей Михедов, Мария Винокурова, Марферина Алексеева, Георгий Григорьев. Якутия. День за днем. С самого утра в храмах, в том числе и на территории Якутии, проходят богослужения. Так, в Преображенском соборе Якутска молебен начался в 8 часов утра. В 11 часов прошло освящение городской купели. Обряд провел владыка якутский и ленский Роман. В освящении традиционно участие принял глава Якутии Айсен Николаев. Также он в числе первых окунулся в Иордань. В Якутске большой праздник.
вот крещенские купания, которые были в Якутии возрождены владыкой Зосимой. Вот сегодня в Якутске проводится 15-й раз. Я с 2006 года, когда это было первый раз, всегда участвую в организации их и сам окунаюсь в купели. Конечно же, это вот большой святой праздник, когда на самом деле с молитвой погружаешься в воду и чувствуешь вот легкость, которую дает это соединение с освященной водой. Конечно, это очень дорогого стоит, это очень важно, это очень нужно. А мусорные баки столицы после новогодних праздников переполняются отслужившими свой век пожелтевшими и обсыпавшимися елками. Как дать вторую жизнь новогодней красавице? Или есть ли в Якутске альтернатива простому вывозу их на свалку? Выясняла Ульяна Шагина. Главный праздник отгремел, и Иннокентий решил попрощаться со своей новогодней красавицей, которая выполнила свое главное дело. Все эти дни дарила радость его семье. И тут сразу встает вопрос, куда ее деть? Ну, праздники закончились, елки вот выкидываем. Вот. Думал, может, на переработку отдать. Искал в Якутске, где можно сдать или что-нибудь в этом роде, как в других городах. Но нигде такого нету, так что вот один выход – выкидывать мусор. Жизнь этой красавицы предопределена. Прямо сейчас ее увезут на мусорный полигон для дальнейшего захоронения. В Якутске это единственный способ ее утилизации. За сегодняшний день это третья елка. Не только живые елки выкидывают, но и искусственные. А куда увозите? Вот на полигон, да? Да, это на полигон увозится. В других регионах переработка отслуживших елок – прибыльный бизнес. В Уфе зернодробилка превращает елки в удобрение. Белгородцы подошли к вопросу по-хозяйски, перерабатывая древесину в топливные брикеты. А новосибирцы сдают свои елки зоопарку. В якутском же зоопарке такие елки брать отказываются. В силу того, что корма вообще они как бы под строгим наблюдением, да, под строгим контролем, и то, что попадает животным, необходимо точно знать, что ты даешь. А ели, вы знаете, что сейчас и серпантины, и мишура какая-то, там остатки иголочек могут остаться, и потом различные пульверизаторы используют, да, для того, чтобы елки блестели там, ну и прочее, да. То есть елки от населения зоопарк не принимает. Согласно нацпроекту «Чистая страна» в России к 2024 году планируется переработать до 60% бытового мусора. Цифра из области фантастики, учитывая, что сегодня в России эта цифра достигает всего 7%. В Якутске у нас вообще процент переработки очень маленький, потому что у нас вообще большая проблема в целом создания системы переработки. У нас должны быть переработчики, их довольно много, они на свой фактически страх и риск, энтузиазм занимаются этим. Большой бизнесом это не назовешь. Без поддержки государства это на ноги не встанет. Немножко перерабатывают картон, бумагу, немного перерабатывают, сейчас уже стали пластик перерабатывать, и тротуарную плитку. Но это все пока только начало. Частная компания «Экопартнер» помимо утилизации опасных отходов занимается еще и переработкой картона. Предприятие в месяц обрабатывает около 40-50 тонн. Все прессуется на специальных станках и отправляется в соседние регионы для переработки. Если брать чисто по картону и пластику, едва выходит на нулевой уровень. То есть мы не должны, но мы и не в прибыли. Сама транспортная схема, где мы начинаем вывозить вот эти отходы в Хабаровский край, вот мы в частности занимаемся, она съедает всю прибыль, транспортная схема. Предприятие есть, у нашего предприятия есть возможности перерабатывать от 100 до 150 тонн. То есть, в принципе, это предприятие может весь картон города Якутска переработать. Сегодня в Якутии картон собирают 5 частных организаций, и все они убыточные. Именно поэтому они вынуждены работать только со старыми клиентами, не имея возможности привлекать новых, чтобы окончательно не разориться. Но при этом сами якутяне, по словам Евгения Петрова, сегодня в принципе готовы перейти на разделение бытового мусора. Я по своему опыту готов доказывать, что горожане на сегодняшний день полностью готовы к раздельному сбору мусора. Надо всего лишь все это организовать. В Якутске акции по сбору вторсырья в последнее время набирают популярность. Это модное течение сегодня распространяется и по всему миру. Единственная их цель – сделать мир чище. Многие горожане готовы сегодня сортировать свой мусор по составу. Единственная преграда – это отсутствие баков для сбора раздельного мусора. Мало кто согласится собирать дома очень много видов вторсырья и
приносить это, сдавать там раз, 2 месяца, в 3 месяца. Всем хочется, чтобы баки стояли удобно во дворе. Но, к сожалению, пока в нашей стране, в нашей республике нет финансирования на это, пока никто на себя не взял ответственность за оплату вот этих баков, за оплату транспортных расходов. Тем временем шестиклассница Нария Федорова придумала свой способ переработки домашней елки. Вместе с мамой они сделали витаминный напиток из хвои. Я надрезала хвоинки и настаивала. Добавила лимон и горячей водой залила. Из стола я собираюсь сделать украшения. Какие? Медальоны, серьги, может быть, браслеты. Я не знаю, посмотрю. В европейской части России популярностью пользуются елки в катках. После окончания праздника такие елки украшают балкон или сад. Суровые климатические условия севера предлагают немного иной выход ее хранения. В зиму они должны уйти в мороз, а потом постепенно заносят в тепло. И в теплом помещении они должны сохраняться до осени, для того, чтобы снова уйти в мороз. Примерно вот такая картина. Пока такой способ использования новогодних елок в Якутии не популярен. Да и вторую жизнь высохшей елки мы тоже дать не смогли. Если в Якутске невозможно переработать даже самые из безобидных материалов, что говорить о другом мусоре, которого из года в год в столице становится только больше. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Уходящая неделя оказалась довольно богатой на различные новости, хорошие и не очень. Вкратце расскажем о самых, на наш взгляд, важных и интересных событиях. 13 января в России отмечали День российской печати. Он приурочен к выходу первой газеты 317 лет назад. За вклад в развитие этой важной сферы в Доме правительства региона отметили наградами лучших представителей средств массовой информации Якутии. Главную государственную премию республики имени Василия Никифорова в области журналистики получила наша коллега, ведущая программы Алла Укмас, дирекция эфирного вещания Евдокия Избекова. Участницы конкурса «Мисс Республики Саха-Якутия» приступили к усиленным тренировкам. Финал уже совсем близко, он пройдет 24 января. Всего в финале конкурса будет 5 выходов. Композиция, визитка, показ национальных костюмах, выход в купальниках и вечерних платьях. В этом году самая красивая девушка Якутии станет обладательницей новой короны. Ее презентация состоялась 18 января. Но, как признаются сами участницы конкурса, о подарках они пока не думают. Сейчас все силы и энергия уходят на подготовку. У нас осталось всего лишь 2 недели, поэтому нам пришлось взять перерыв. Нас все поняли, с девочками, те, кто работает, учатся, все уже взяли перерыв, так сказать, на 2 недели, чтобы так хорошо подготовиться. Да, физически более здорово. Якутские волонтеры спасают жизнь маленькой жительницы Покровска. В июле 2019 года экоактивисты города Якутска присоединились к всероссийскому проекту «Добрые крышечки», цель которого – помочь детям с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас акция направлена на помощь 9-летней Алене. Деятельность акции «Добрые крышечки» в Якутии началась на первом мероприятии по сбору вторсырья, организованном экоактивистами Якутска. Тогда движение еще только зарождалось, но помочь не только природе, но и детям пришли свыше 800 человек. Заслуженный художник России, народный художник Республики Саха-Якутия Косторез Федор Иванович Марков на сегодняшний день делает из бивня мамонта целую экспозицию для Британского музея. Основная тема – якутский национальный праздник Эсэх. Первая часть была изготовлена специально для Парижского музея еще в далеком 1867 году другим якутским мастером. А дальше в Париже ее купил куратор из Британского музея, где она и хранится по сей день. По контракту Федор Марков должен завершить работу уже в марте этого года. Для реализации идеи народному художнику были переданы бивни мамонта от членов Союза сборщиков, переработчиков и экспортеров мамонтовой фауны Якутии. Вот этот заказ принял почти мая месяца. До сих пор, пока очень долгое время прошло на переговоры Британским музеем. Первый контракт я получил, но после этого начал процесс работы, практически процесс работы почти осенью. В 203-м микрорайоне Якутска открыли новый детский сад «Звездочка». Садик рассчитан на 240 мест. В нем будут функционировать 12 групп, начиная с раннего дошкольного возраста. Из них 5 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них создали особые условия. Есть кабинеты для занятий адаптивной физкультурой. С детьми будут заниматься логопед и дефектолог. Учреждение площадью более 2000 квадратных метров располагает кабинетами информатики, робототехники,
сети службы ранней помощи. Блогер из Якутска получил серебряную кнопку YouTube-канала. «Охота и рыбалка в Якутии» преодолел рубеж в 100 тысяч подписчиков. Канал был зарегистрирован в 2014 году, но активно развиваться начал последние 2 года. Весной прошлого года автора канала Александра Борисова не стало. С тех пор его дело продолжает его сын Илья Борисов. Говорит, что не отходит от заданного отцом пути, но и свое видение старается воплотить. К хейтерам блогер относится спокойно, а к дельным советам в комментариях прислушивается и без внимания не оставляет. Сейчас самое большое количество просмотров набрали видео про охоту на волка и медведя. Конечно, нужно ставить себе планы амбициозные. И золотая кнопка – это, конечно, очень такие амбициозные планы. Но если не ориентироваться, есть поговорка: плох тот солдат, который не хочет стать генералом. Думаю, что и у нас то же самое. Мы стремимся дальше, выше, больше и быть лучше. Сейчас мы снова ненадолго прервемся и сразу после рекламы обязательно продолжим. По образованию технарь, по призванию композитор. Побываем в гостях у алданского железнодорожника. Туристы-экстремалы, покорители холода продолжают искать самую низкую температуру в Якутии. Мы продолжаем программу. С уникальным человеком познакомились мои коллеги в Алдане. Всю жизнь Леонид Томилов отдал работе на железной дороге. Однако это не помешало ему заниматься еще одним любимым делом – сочинять музыку. Об уникальном технаре-композиторе сюжет далее. Жильцы многоквартирного дома иногда могут слышать новые, совершенно незнакомые мелодии. Однако искать похожее звучание даже в самой обширной фонотеке бессмысленно. Музыку создает Леонид Томилов. Технарь по образованию, композитор по призванию. С 1 января у Леонида Томилова началась жизнь спокойная, размеренная и свободная. Он вышел на пенсию. Много лет мужчина отдал железной дороге. Инженер знал механизм каждого состава до винтика. Впрочем, Леонид Васильевич, отец и дедушка, убежден, без форменной робы и привычных инструментов скучать ему не придется. В любое время года им с супругой есть чем заняться. И свободное время, коего раньше порой очень не хватало, теперь в радость. Я еще, во-первых, не определил, что значит скучно. А во-вторых, у меня есть чем заняться. Я люблю читать, мне занятия музыкой, как говорится, гараж, дача и многое что еще, лес. Свободное время, которого теперь стало больше, Леонид Васильевич посвящает музыке. Здесь до всего доходил сам, признается мужчина. Первое серьезное произведение Леонид создал в 17 лет. Нотную грамоту осваивал самостоятельно. Опытом с юным композитором делились друзья и сослуживцы. Навеянные настроением мелодии, запечатленные в нотах зрительные образы, аранжировка к случайно услышанной песне, радикально меняющее произведение. Созданных творений у Леонида Васильевича не один десяток. Вдохновение, оно может быть везде. Вот можешь ты ходить ли, лежать ли, проснуться или что-то увидеть. А бывает так. У меня, например, чаще всего, когда занимаюсь музыкой, бывает какие-то слова набрасываются, и потом приходит как бы картинка. И мне охота уже написать музыку, например, не просто какая-то она, а как вот для кино. В любом музыкальном произведении, считает композитор, первична музыка. Стихотворение, положенное на разные мелодии, будет играть совершенно особыми, неповторимыми красками. Это легко доказать. Можно написать 5 стихов на одну и ту же музыку, но будет звучать-то музыка, а не стихи можно прослушать и определить, да, они отличаются. В композиторстве Леонид Васильевич стремится к непрерывному самосовершенствованию. Он осваивает компьютерные программы для обработки мелодий, в процессе творчества смело экспериментирует, чтобы подобрать те единственные ноты, в коих воплотится ее величество гармония. Как меня в свое время учили и сказали, вся музыка, она написана с 1970 по 1975 год.
А дальше это просто интерпретация. А также многие говорят, что вся музыка написана Бахом. А все остальное, это, будем говорить, все те же ноты, только они переписаны, ничего нового не придумали пока. Собственное произведение ни на профессиональных, ни на любительских площадках композитор не представляет. Однако творчеству, по мнению мужчины, необходим диалог. И Леонид Васильевич прежде активно взаимодействовал с местными музыкальными коллективами. Раньше чаще это было, сейчас уже не так, потому что сейчас время такое, что вот это все не нужно, потому что это поставлено на профессиональные рельсы. Сейчас работают продюсеры, директоры и так далее, которые зарабатывают на этом. Раньше это было слово такое самодеятельность. Подвижность, побуждение к действию – это, по мнению Леонида Васильевича, в музыке должно присутствовать непременно. Он любит и джаз, и рок, однако собственные мелодии пишет в разных жанрах. В одном единственном направлении творить было бы скучно. Татьяна Вахнина, Александр Лукин, Алдан. 12 января стартовала показательная экспедиция «Покорители холода». 4 экстремалов-добровольцев отправились в Верхоянский Аймикон с целью зафиксировать самую низкую отметку ртутного столба. Сейчас 2 группы по 2 человека уже достигли своих баз и начали делать замеры температуры. Своими впечатлениями участники экспедиции делятся на своих страницах в социальных сетях, а также на официальном канале видеохостинговой платформы. Все подробности в материале Саргаланы Неустроевой. Rip the earth in two with your mind, and seal the urge which is. Это кадры из страницы в социальной сети одного из участников проекта Ильи Воскресенского. Вместе с Павлом Матвеевым, еще одним экстремалом, они отправились в Аймикон. Покорители холода не устают восхищаться красотой первобытных пейзажей зимней Якутии. Однако и со своими особенными трудностями им тоже пришлось столкнуться. Я лежу полностью в закрытом спальнике, потому что там, наверное, все минус 50. Печка потухла и просто ад. В эфире туалетные истории. Вы все спрашиваете, где у нас туалет? Вот так выходишь, идешь в ближайший, за елочку зашел, и вот тебе туалет. И все же с отсутствием благ цивилизации участники понемногу справляются. Не без помощи советов местных оленеводов. По программе экспедиции участники на протяжении всего проекта будут проходить школу выживания под руководством проводника. Вот, наш сенсей заставил нас разжигать костер. Вон костер. Вот. Там посмотри сзади. Там просто уже пионерский горит. Ну все молодцы, идем обедать. Заслужили обед. Ура. Уроки выживания начались в Якутии. Все. Дальше еды больше не будет. Вы же спрашиваете, как мы еду добываем. Вот так вот. Пришел. Поставил капкан. Подожди слишком. Блин. Это не просто костер. Это костер, который добыл я в тайге. Без ножа, имея только спички. Ну, потратил я штук, наверное, 7. Но, видите, все. Выживу. Покорители уже начали делать свои первые замеры. Напомню, температуру участники проекта измеряют 3 раза в день в самое холодное время. Это в 6-9 утра и в 12 дня. Замеры также проводятся и экспедиционным способом. Один из участников вместе с каюром-проводником в радиусе 10-15 километрах от лагеря на оленях упряжках ищет участки рельефа, где могут скапливаться низкие температуры. Пока самая низкая отметка в Аймиконе – это минус 51 градус. Однако, как известно, и это не предел. Потеплело сегодня? А чего потеплело? Нет? Холоднее. Холоднее? Конечно, холоднее. 51, говорите? Ага. Все. Личный рекорд. Ага. Самым главным вопросом среди тех, кто следит за проектом, стал вопрос о том, как же справляется техника участников с такими низкими температурами. Ведь сами экстремалы не упускают возможность поделиться со своими подписчиками не только фото местных красот, но и видео о своих трудовых буднях. Да, я приклеил грелку на iPhone.
и он поэтому не вырубается. Такие вот лайфхаки местные. Да сейчас вырубится. Сейчас проверим. Тем временем верхоянская группа к установленному времени прибытия в лагерь оленеводов не успела. Подвела техника. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Экспедиция «Покорители холода» приветствует вас. Мы сейчас находимся в селе Тополином, все живы-здоровы. Вчера мы, когда двигались по наледи, машина застряла. Когда ее вытаскивали, немного повредили крыло и рулевые тяги. Сегодня мы отремонтировались и завтра начинаем двигаться дальше в путь. Добраться до точки назначения Наталье Беляковой и Константину Челобанову все же удалось. И уже 16 числа верхоянские экстремалы сделали свои первые замеры. Термометр показал минус 55 градусов. В настоящий момент это лидирующая отметка. Термометр, который у нас был с температурой минимум показывает, максимум минимума минуса, то было 55 градусов. 55. Мы продолжаем. Вот. Сейчас мы замерили в 12 часов, в 6:50, в 9 часов и в 12 часов 10 минут. Завтра наступают крещенские морозы. Сейчас едем по реке делать уже мобильные, веерные замеры по реке Нельгисе. Все, в работу. В Якутске участники проекта окажутся уже 22 января. Тогда же и станет известно, кто стал самым настоящим покорителем холода и где же на самом деле по-настоящему морозно. Ну а пока мы следим за ходом событий. Саргалана Неустроева, Верхоянск, Аймикон. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно такой была эта неделя. Корреспонденты нашего канала продолжают следить за развитием событий. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. До встречи в эфире.